Все, с понедельника точно начну учить казахский. Так все обещают себе каждую неделю, но потом начинаются дела, работа, лень, и снова все откладывается. На самом деле казахский не требует жесткого графика. Не нужно насильно заставлять себя мучиться грамматикой или винить себя, если не получается. Просто добавьте немного казахского каждый день, спокойно, в своем темпе. Одна из самых простых и эффективных привычек – это вести дневник благодарности на казахском языке. Каждый день записывайте 2-3 мысли, за что вы благодарны, что чувствуете, о чем думали. Пишите так, как говорите. Не нужно сложных или длинных предложений. Главное делать это регулярно. Такой формат помогает прокачивать не только вашу грамматику, но и научит формулировать мысли на казахском. Со временем вы начнете писать свободнее, замечать ошибки и интуитивно их исправлять. А главное, мозг перестает приводить в голове, и вы начинаете думать на казахском. Вторая очень интересная привычка – это разговорная практика с искусственным интеллектом. Например, чат GPT в голосовом режиме. Вы просто говорите с ним 5 минут в день о своих целях, планах, мыслях. Здесь важно просто говорить о чем угодно, простыми словами. Это убирает страх перед ошибками, потому что вас никто не перебивает, не осуждает, не поправляет. Так формируется навык говорить легко и свободно, как в обычной жизни. Сначала будет непривычно, возможно, даже странно, но в скором времени вы привыкнете и начнете говорить увереннее. Фразы станут естественнее и произношение намного лучше. Казахский – это не то, что можно просто выучить. Это такая же привычка, как ходить в зал или пить витамины. Он также требует регулярности и дисциплины. Если вам тяжело запоминать слова и говорить без страха, переходите к нам в профиль. Там мы рассказываем все про казахский язык.